Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву встать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя? Не упрекая, не броня, смотрели прямо в душу, глядя, трехлетней девочки глаза. Чулочки тоже? И смятеньем эсэсовец объят. Рука сама с собой в волненье вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей дочурки, в смятении сильно произнес. Охвачен он невольно дрожью, проснулась в ужасе душа. Нет, он убить ее не сможет, но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла, и это маленькое сердце пробито пулею твоей? Ты человек, не просто немец. Или ты зверь среди людей? Шагал эсэсовец угрюмо. Шагал, не подымая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленном зажглась. И всюду взгляд струится детский, и всюду слышится опять и не забудется навеки. Чулочки, дядя, тоже снять? Дорогие друзья, добрый вечер, здравствуйте. Сегодняшняя встреча посвящается скорбной дате, которая до сих пор отзывается острой болью в сердцах людей. 27 января исполнилось 77 лет со дня освобождения крупнейшего нацистского лагеря смерти Освенцима, Биркенау, Польша. За время существования этого концлагеря в нем погибло по разным оценкам от 1,5 миллиона до 2 миллионов 200 тысяч человек, преимущественно еврейской национальности из 27 государств. Региональная общественная организация национальной еврейской культуры КОХАВ Республики Башкортостан при поддержке гранта Фонда культурных инициатив 4-й раз в Уфе проводит мемориальный концерт и общеобразовательные мероприятия, которые посвящены Международному дню памяти жертв Холокоста под общим названием «Неделя памяти». Светлой памяти жертв Холокоста, светлой памяти всех погибших в этой чудовищной войне объявляется минута молчания.
Прошу садиться. Республика Башкортостан тоже внесла свой вклад в борьбу за жизни невинных людей. Один из наших земляков, Киселев Николай Яковлевич, является праведником народов мира. Уроженец села Богородское Благовещенского района Башкирии. В годы войны спас жизнь 218 евреям белорусской деревни Долгиново, выведя их по приказу советского командования за линию фронта в августе-октябре 1942 года. В 2005 году Международным институтом Израиля Яд Вашем Киселеву было присвоено звание «Праведник народов мира». Его имя выбито на стене почета в саду праведников Национального мемориала Холокоста и героизма Яд Вашем в Иерусалиме. Память Николая Яковлевича чтят более 2200 потомков, спасенных им еврейских стариков, женщин, детей. Ведь кто спасает одну жизнь, спасает весь мир. Дорогие друзья, сегодня на сцене Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан. Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист Республики Башкортостан Ленар Давлетбаев. Айрат Каримов. Степная баллада.
до освобождения дожили лишь около 7 тысяч слабых и больных заключенных Аушвица. Их освободила 100-я Львовская кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Федора Михайловича Красавина. Наши войска вошли в лагерь около 3 часов дня. 231 советский солдат и офицер погибли в боях за лагерь и его филиалы. 66 воинов погибли непосредственно в бою за лагерь. Есть поверье, будто павшие на поле сражений воины превращаются в журавлей. В память о положивших свою жизнь за спокойствие и мир звучит эта песня. На сцене солист Башкирского государственного театра оперы и балета Республики Башкортостан, народный артист Башкортостана Владимир Копытов. Что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
В 2005 году Генеральная ассамблея ООН при участии более 90 государств приняла резолюцию, в которой постановила, что день 27 января будет ежегодно отмечаться как Международный день памяти жертв Холокоста. И это не просто памятная дата, но и международный протест против любых проявлений антисемизма. Это дата напоминания об имеющих всеобщее значение уроках Холокоста, беспрецедентного проявления зла, которое нельзя просто оставить в прошлом и предать забвению. Дорогие друзья, в сопровождении Национального оркестра народных инструментов для вас поет Сергей Ермоченко. Люди мира, на минуту встаньте. Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон. Это возродилось и окрепло в бедном гуле праведная кровь. Это жертвы ожили из пепла и восстали вновь, и восстали вновь, и восстали, и восстали, и восстали вновь. Сотни тысяч заживо сожженных строится, строится в шеренге к ряду ряд интернациональные колонны. С нами говорят, слышите громовые раскаты? Это не гроза, не ураган, это вихрем атомным объятый. Стонет океан, тихий океан, это стонет тихий океан. Люди мира, на минуту встаньте. Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон. Слышите громовые раскаты? Это не гроза, не ураган. Люди мира, будьте зорче втрое. Берегите мир, берегите мир, берегите, берегите, берегите мир, берегите, берегите, Многие евреи, жившие на территории Европы, с приходом нацистов бежали туда, где их не смогут найти и уничтожить. Один из них, германский еврей Марек Вебер, с приходом к власти нацистов был вынужден эмигрировать в США. В его репертуаре была очень известная песня, ставшая одним из символов предвоенной эпохи – «Риорита».
Запись в исполнении его оркестра, сделанная без текста, но зато с кастаньетами, в 1937 году попала в СССР, где снискала огромную популярность, вошла в репертуар советских исполнителей, часто упоминается в произведениях о том времени и звучит в кинофильмах. Сегодня знаменитая мелодия прозвучит на этой сцене в исполнении Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан. Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист Башкортостана Ленар Давлетбаев. Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан. В Стокгольмской декларации, принятой на Международном форуме по Холокосту, говорится: человечество еще не избавилось от явлений геноцида, этнических преследований, расизма, антисемитизма и ксенофобии, и на международном сообществе лежит святая обязанность бороться с этим злом. Усилиями мы должны доводить до сведения всех народов чудовищную правду о Холокосте и бороться с попытками отрицать или принижать события Холокоста. Мы обязуемся умножать наши усилия в деле распространения информации о Холокосте, увековечения памяти ее жертв и изучения ее истории. Наша программа продолжается, и вновь на этой сцене Сергей Ермоченко. Звезды
вечность летят над землей. Море навстречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли. Море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние доли, парусом малым вместе с собой, с собой, о море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в детские сказки на синих ладонях умчат корабли. С собой возьми меня. С Сергей Ермоченко. Дорогие друзья, я уверен, что следующую песню вы узнаете с первых нот, как только она зазвучит. Это музыкальный памятник мужеству и силе духа. Написано на стихи поэта-фронтовика Михаила Львова. Ее первой исполнительницей стала Людмила Зыкина. Чуть позже это произведение вошло в репертуар Иосифа Кобзона, и ни один его сольный концерт не обходился без этой песни. Сегодня она звучит в исполнении нашего гостя, солиста Государственного академического Большого театра России Владимира Байкова. Встречайте, Владимир Байков.
бойца. И маршала страны мир рядовым поклонится и мертвым, и живым. Всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. Поклонимся великим тем годам, всем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым. Всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. Всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся за подвиги бой. Всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся за Владимир Байков. Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан. Бабочка, я никогда такой еще не видел и больше не увижу никогда. Она была столь яркой, нежной, желтой, как солнышко застывшая слеза. И к солнцу поднималась выше, выше. Легко взлетала в небо синеву. Зачем? Я знаю, что она хотела послать всем нам прощальный поцелуй. Уж 7 недель я заперт в этой клетке. Я заперт в гетто. Нет пути домой. Но даже здесь нашел я, вы поверьте, то, что дает мне радость и покой. Мне одуванчик шлет свои пушинки. Каштана ветка гладит по щеке. Но бабочки здесь больше не летают. Нет больше в гетто бабочек теперь. Мы не так много знаем о Павле Фридмане, а тем не менее он получил посмертную известность благодаря своему пронзительному стихотворению «Бабочка», которое только что прочитала актриса Уфимского музыкально-драматического еврейского театра «Шалом Алейхим» Юлия Бородина.
Стихотворение было написано в 1942 году. Ему был 21 год, когда его отправили в Терезиенштадт. Осенью 1944 года большинство из оставшихся в живых обитателей были отправлены в Аушвиц, в том числе и Павел Фридман. Там молодой человек был убит. Текст стихотворения был обнаружен после освобождения Терезиенштадта. Впоследствии его включили в ряд собраний детской и юношеской литературы Холокоста. За бабочками и Холокостом кроется тревожный и в каком-то смысле ужасный смысл. Они символизировали надежду или в некотором роде мир с самим собой. Сегодня мы тоже вручим символичной статуэтке «Бабочка памяти». Дорогие друзья, каждый год в Международный день памяти жертв Холокоста по традиции зажигают 6 свечей в память о 6 миллионах евреев, погибших в концентрационных лагерях. И сегодня мы не обойдем стороной эту традицию. Для зажжения свечей на сцену приглашаются главный раввин Республики Башкортостан и города Уфы Дан Кричевский, председатель региональной общественной организации национальной еврейской культуры КОХАВ Республики Башкортостан Алексей Лаптев, советник Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Республики Башкортостан Руслан Султанович Бакаев, исполняющий обязанности директора Дома дружбы народов Республики Башкортостан Гульназ Гендуловна Мирхайдарова, член-корреспондент Российской академии наук, ректор Башкирского государственного медицинского университета, председатель правления Республиканской общественной организации «Собор русских Башкортостана» Валентин Николаевич Павлов, председатель Совета региональной общественной организации Ассамблеи народов Республики Башкортостан, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки, Институт истории языка и литературы Уфимского исследовательского центра Российской академии наук, доктор философских наук, профессор Зугура Ягануровна Рахматуллина. Уважаемые рэбе, вам первому слово. Все работает. Все работает. Добрый вечер. Вы знаете, мы помним, я помню лозунги, сейчас были на экран, лозунги были на улице. Каждый год действительно наш культурный центр делает такие мероприятия, и делится это мероприятие не только здесь, везде в мире делится, и мы всегда будем помнить. Единственный есть вопрос, как мы будем реагировать, не только помнить, что мы делаем, чтобы это не повторилось. Мы знаем, я как отец, тут много мужчин и женщин, когда что к нам приходит наш ребенок и говорит: папа, я хочу кушать, или мама, я хочу пить, не дай Бог, чтобы он услышал ответ: ну я помню, сиди дальше, голодай, но я помню. Он хочет конкретная реакция, чтобы его покормили, потому что он голоден. 77 лет тому назад, благодаря солдаты советской армии, был освобожден лагерь Освенцев, и там была одна маленькая девочка, ее звали Нани Флейшман. Она жила в этом лагере много лет, потеряла там братья, родные сестры, родители. И она, когда что освободили лагерь, она говорит, ей было примерно 12 лет, она весила 32 килограмм. Было прямо кости и кожа. Настроение для жизни не было. Она хотела умереть тоже. Она не видела перспективы, что мир может дальше процветать дальше. Но она потом рассказывает, что она думала, если она сейчас будет кончить с собой, она даст им победу. Она нужна их победить. Они уже убили все, кто могли. Она нужна их победить. Она кое-как перебиралась в Израиль, закончила учебу, нашла там тоже узник гетто, ее муж Менахем Флейшман. Они создали семью. У них много лет не были детей, потому что они, к сожалению, в гетто на них сделали разные испытания, доктор Менгеле и так далее. Но они не подняли руки, они понимали, что они нужны не только помнить, они нужны победить. И действительно, у них потом родились 6 детей, у них потом родились почти 50 внуки и внучки. У каждой из детей почти 10 детей. И эта госпожа Флейшман, она умерла полгода тому назад. Но она умерла, когда вокруг нее было 109 ей прямые потомки. 109 дети, внуки, она уже успела видеть 5-е поколение. И она всегда сказала, вот, они думали, что они нас будут победить, мы их победили. Сегодня мы тут, я тоже в том числе, не в тот возраст, что мы можем рожать еще 10 детей, да есть тут еще молодежь, есть сегодня разные технологии, что можно рожать, но это были силы тьма,
И мы нужны каждый день, не только раз в году, не только в мероприятии, мы нужны добавить цвет, не только помнить, мы нужны победить. Мы знаем сегодня очень много наших друзья, соседей в обществе, много людей потеряли свое рабочее место, много людей боятся, что будет, как будет и так далее. И особо все нуждаются в теплые слова. Поэтому я думаю, сегодня каждый из присутствующих в этом зале, мы должны потом выйти отсюда с какое-то решение, что мы будем не только помнить, мы будем творить больше добра, мы будем конкретно действовать и будем победить темные силы, которые тогда были, которые, к сожалению, сегодня тоже у нас внутри иногда кто-то нам мешает развиваться, вокруг нас. Будем сделать добрые и будем победить зла. Светлая им память. Благодарим вас. Алексей Валерьевич Лаптев, пожалуйста. Сегодня, как уже было сказано, 4-й раз проходит мемориальный концерт «Свеча памяти Холокост». И, наконец-то, мы смогли сделать то, что должны, мне кажется, были давно. Это вручать тем педагогам, которые вносят большой вклад в сохранение памяти Холокоста. Это благодарственные письма от еврейской общины и, конечно, статуэтки, которые сегодня мы вам вручим. И я готов сказать, мне кажется, многие вам скажут искренне спасибо за это все. Спасибо. Пожалуйста, Руслан Султанович. Уважаемые друзья, Холокост – это, несомненно, преступление, которому нет прощения и которое нельзя забывать. Наш несомненный долг передать нашим детям память о нем, чтобы они, как и мы, сделали все, чтобы не допустить этой трагедии вновь. Еврейская община республики делает все, что может, для того, чтобы ее не повторить. И от лица руководства администрации главы республики, от Совета по государственным национальным отношениям я хотел бы поблагодарить вас, уважаемые друзья, за вашу деятельность, за ваше стремление сделать этот мир чуть добрее, светлее. Спасибо. Гульназ Гендуловна. Сложно говорить, когда столько всего уже вроде сказано, но мне хочется пожелать, чтобы и в будущем, как и сегодня, как и сейчас, в нашей республике Башкортостан, все народы жили в дружбе и согласии, как это есть и на сегодняшний день. Пусть так будет всегда, и мирного неба нам всем над головами. Валентин Николаевич, пожалуйста. Уважаемый Дан Кричевский, дорогие друзья, спасибо Центру Хакав за такую традицию, которая стала доброй уже традицией и очень важным событием, я думаю, для всех жителей Республики Башкортостан. И мы действительно должны делать все, чтобы никогда трагедии, связанные с нацизмом, связанные с антисемитизмом, никогда больше не пришли на нашу родину. И мы должны сделать все для того, чтобы здесь у нас, в центре страны, в прекрасной части Российской Федерации, в Республике Башкортостан, действительно у нас у всех состоялась жизнь, чтобы все мы были здоровы, чтобы всем Бог дал и счастливую старость, чтобы мы тоже могли все встречаться вот с таким и даже большим количеством детей и внуков, и в том числе в этом зале, и чтобы люди совершенно разных национальностей и дальше жили в мире, в добре, дружили. Счастья вам всем. Зугурай Гануровна, пожалуйста. Кадрлы достар, дорогие друзья, все мы с вами сегодня повторяем за израильским историком Бауром. Память о Холокосте нам необходима, чтобы наши дети никогда не стали жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями. Спасибо. Уважаемые гости, я прошу вас зажечь свечи. Пожалуйста, у нас 3 свечи. На этой стороне 3, на той, получается, ровно 6 свечей в память о 6 миллионах погибших.
все 6 свечей памяти зажжены. Уважаемые рэбе, я прошу вас прочесть молитву. Сейчас буду читать поминальная молитва, если не трудно слушать ее стоя. אל מולי רחמים, שויכן מרוימים, אמצי מנוחו נכוינו, על כנפי השכינו, במעלוי זקדושים ותוירים, כזויה רורוקיה מזירים, אס נשמויס, 6 מיליונים אחינו שהולכו לעולמם בעבור שבלי נדר ניתן צדקו בעד אזכורס נשמוסום בגן עדן תהיה מנוחוסום לא כן בעל רחמים יסתירם בססר כנופו ולעולמים ויצרור בצרוי רחיים אס נשמוסום אדוני הוא נחלוסום וינוחו על משכבם בשלום ונאמר אמן. Дорогие друзья, как мы уже говорили, сейчас мы вручим памятные статуэтки. И для вручения я прошу пройти сюда на середину сцены Дана Кричевского. Благодарственными письмами и статуэтками «Бабочка памяти» награждается Элла Молочковецкая. Мы ждем вас на сцене. Благодарственным письмом, статуэткой «Бабочка памяти» награждается Валентина Кистанова. Светлана Квинцхадзе. Пожалуйста, девочки, выносим. Награждается Альмира Жарких. Благодарственным письмом, статуэткой «Бабочка памяти» награждается Венера Рахматуллина. Я не вижу, у нас Венера Рахматуллина идет. Да, пожалуйста, поднимайтесь на сцену. Благодарю вас. Для вручения сюда, на середину сцены, приглашается Руслан Султанович Бакаев. Награждается Ирина Стародубова. Благодарственным письмом и статуэткой «Бабочка памяти». Мы ждем вас на сцене, пожалуйста. Награждается Татьяна Киселева. Ляйсан Овчинникова. Ляйсан Овчинникова у нас в зале. Аплодисменты зрительного зала звучат беспрерывно. Это бывает не каждый день. Награждается Гульшагида Валиева.
Я приглашаю на сцену Чулпан Мурзакову. Благодарим, Руслан Султанович. Можно занимать место в зрительном зале. Для церемонии награждения приглашается Гульназ Гендуловна Мирхайдарова. Награждается Розалия Зулькарнаева. Письмом и статуэткой награждается Лариса Удинцева. Лариса Удинцева есть в зале. Хотя бы как-то обозначить, если вы в зале есть, потому что мы вас не видим. Так, награждается Рудник Эльмаз Сейд Аплаевна. Благодарственным письмом, статуэткой «Бабочка памяти» награждается Алия Вакилова. Алия Вакилова, пожалуйста, на сцену. Награждается Наиля Хисамова. Под аплодисменты зрительного зала поднимаются люди на сцену. Награждается Евгений Шерстобитов. Евгений Александрович, пожалуйста, на сцену. Благодарим вас, Гульназ Гендуловна. Пожалуйста, занимайте место в зрительном зале. Я приглашаю для награждения Валентина Николаевича Павлова. На сцену приглашается Асия Юнусова. Для награждения на сцену приглашается Елена Соколянская. Для награждения приглашается Татьяна Вареник. Татьяна Петровна, пожалуйста, на сцену. Вот ваши аплодисменты люди запомнят надолго. Юлия Викторовна Андреева, пожалуйста, на сцену. Юлии Андреевой я не вижу. Ильвина Гатаулина, пожалуйста, на сцену для награждения. Благодарим вас. Валентин Николаевич, пожалуйста, занимайте место в зрительном зале. Зугура Игануровна, для награждения приглашаю вас на середину сцены. Для награждения на сцену приглашается Диля Ахметянова. Диля Миниахметовна Ахметянова есть в зале? Ну что ж, награда найдет своего героя. Мы приглашаем на сцену Филарию Талгатовну Макарову. Филария Талгатовна, пожалуйста, вижу, что вы здесь. Для награждения на сцену приглашается Ольга Владимировна Кравченко. Ольга Владимировна Кравченко есть в зале? Пожалуйста, на сцену. И еще раз аплодисменты всем награжденным. Всем. Зугура Игануровна, спасибо большое. Занимаете место в зрительном зале.
Давайте наших гостей поприветствуем еще раз. Я хотел лично объявить одну прекрасную, удивительную, которая всегда рядом с нами и очень много чего сделала. Это Эмма Александровна Шкурко. Просим бурными аплодисментами. Эмма Александровна, мы ждем вас на сцене. Пожалуйста, поднимайтесь. Аплодисменты зрительного зала в вашу честь. Фотографии на память и аплодисменты, конечно же, в этот памятный день. Пожалуйста, встретьте, проводите до места. Дорогие друзья, в 1998 году учителя средней школы городка Уитуэлл, что в штате Теннесси, решили посвятить несколько уроков школьной программы Холокосту. Когда учащиеся узнали о гибели 6 миллионов евреев в нацистских концлагерях, одна девочка воскликнула: «Это звучит ужасно. Но что это? 6 миллионов? Я не могу представить себе такое большое число». Тогда кому-то пришла в голову мысль собрать 6 миллионов каких-нибудь мелких предметов, чтобы осознать масштаб этого числа. Один из учеников прочитал: когда немцы оккупировали Норвегию и заставили евреев носить желтые звезды на своей одежде, норвежцы в знак протеста стали носить скрепки на лацканах пиджаков и пальто. Поэтому этот ученик и предложил собирать скрепки в течение 3 лет с помощью добровольцев со всего мира, узнавших об их намерении. Из Германии удалось привезти железнодорожный вагон, такой, какой использовался нацистами для перевозки евреев в концлагеря. В нем развернули экспозицию, посвященную Холокосту. В нем же они хранят собранные со всего мира скрепки. Толчком к написанию этого стихотворения послужила книга Петера Шрёдера и Дагмара Шрёдер-Хилденбранд «6 миллионов скрепок». На сцене юные актеры театральной студии «Премьера», школы номер 116, педагог, актриса Уфимского музыкально-драматического еврейского театра «Шалом Алейхим» Юлия Бородина. Как детям объяснить 6 миллионов исчезнувших в застенках навсегда? Замученных, отравленных циклоном, расстрелянных, повешенных, сожженных. Никто не видел слез, не слышал стонов. Весь мир был равнодушен, как всегда. 6 миллионов. Нам представить страшно, в какую бездну их столкнуть. 6 миллионов напрочь стертых лиц. 6 миллионов. Целый мир за каждым. 6 миллионов с будущим рассталось. Потухлых взглядов, закатилась лун. Сердец 6 миллионов разорвалось. 6 миллионов отзвучало струн. А сколько несвершившихся открытий, талантов! Кто узнает их число? 6 миллионов оборвалось нитей, 6 миллионов сходов полегло. Как объяснить 6 миллионов детям? По населению целая страна. 6 миллионов дней, тысячелетия. 6 миллионов жизней, чья вина? Но были миллионы неучтенных. 6 лишь число, устроившее всех, и Запад, и Восток, но не сожженных. Да кто пришелся спрашивать у тех? Как вышло так? Прошли десятилетия, и через реки крови, море слез. То тут, то на другом конце планеты подонки отрицают Холокост. Как детям объяснить? 6 миллионов.
Иехиэль Файнер, израильский писатель, узник гетто в Ченстохове, участник еврейского подполья, узник Освенцима, считал, что сила духа, непреодолимое желание вновь быть с семьей и любимыми, мечта о свободе – вот что спасало тогда. Человек стремится выжить вопреки всему, несмотря ни на что. Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Музыка Чайковского, слова Хомякова «Подвиг». Исполняет приглашенный солист Государственного академического Большого театра России Владимир Байков. Партия фортепиано, лауреат международных конкурсов, обладатель почетной награды Сирии за вклад в академическое искусство, заслуженный артист Республики Башкортостан Марат Губайдуллин. Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской и насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черни людской. Подвиг
чести в сражении. Подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Сергей Рахманинов, Дмитрий Мережковский. Христос воскрес! Воскрес, поют во храме, но грустно мне, душа молчит. Мир полон кровью и слезами, пред алтарями так оскорбительно звучит. Когда он был меж нас и видел, чего достиг наш славный век, как брата брат возненавидел, как опозорен человек. Если б здесь, в блестящем храме, Христос воскрес, он услыхал, какими бы горькими слезами перед толпой он зарыдал.
Владимир Байков. Марат Губайдулин. Более 70 лет считалось, что только 6 миллионов евреев и только немцами, убитые в 1943-1945 годах. В действительности же 6 миллионов – это число, которое устроило Нюрнбергский трибунал, так как было подтверждено документально по лагерям системы гестапо. Многие документы, касающиеся концлагерей и погромов, были уничтожены. Более честные подсчеты дают вдвое большее число. 12 миллионов евреев безвинно сгорели в огне Холокоста XX века только за то, что они были евреями. Нашу программу продолжает актриса Уфимского музыкально-драматического еврейского театра «Шалом алейхем» Анастасия Турбинская. Сапогами солдатскими втоптана в землю Варшава, и звездою Давида легла надежды печать. От природы дарованных прав нам оставлено право, даже щедро подарено два — умирать и молчать. Кто молчать не хотел, получил пулю в сердце на месте. Кто глаза не отвел, оказался в расстрельном ряду. И молились они о спасении жизни и чести. В том далеком от нас уж не вспомнить, в котором году. Не бросай свою скрипку, играй. Пусть ожившие души звучат в нервных муках еврейского сердца. Был у каждого рай, был у каждого ад, и у каждого был свой освенцим. Попрятавшись в щели, забившись в лохмотья постели, мы сквозь слезы и страх повторяли опять и опять. Даже полная тьма не погасит огня в нашем теле, а свеча даже в полной ночи продолжает сиять. Не бросай свою скрипку, играй. Пусть ожившие души звучат в нервных муках еврейского сердца. Был у каждого рай, был у каждого ад, и у каждого был свой освенцим. Не бросай свою скрипку, играй. Пусть ожившие души звучат в нервных муках еврейского сердца. Был у каждого рай, был у каждого ад, и у каждого был свой освенцим. Не бросай свою скрипку, играй. Анастасия Турбинская. Иехиэль Файнер, израильский писатель, узник гетто в Ченстохове, участник еврейского подполья, узник Освенцима. Он считал, что выжил для того,
чтобы свидетельствовать от имени миллионов евреев, истребленных нацистами. Сила духа, непреодолимое желание вновь быть семьей и любимыми, мечта о свободе – вот что спасало тогда. Человек стремится выжить вопреки, несмотря ни на что. И вместе с тем, даже в этих нечеловеческих условиях зачастую встречаются благородные порывы и самопожертвования. Дорогие друзья, на сцене актриса Уфимского музыкально-драматического еврейского театра «Шалом Алейхем» Евгения Винокурова. רחם השם אלוקינו רחם על ישראל עמך רחם על ירושלים עירך רחם 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 רחמנו השם אלוקינו רחם על ישראל עמך רחם על ירושלים עירך רחם 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 ועל ציון משכן כבודך מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש רחם 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 ועל ציון משכן כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש רחם 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 רחמנו השם אלוקינו רחם על ישראל עמך רחם על ירושלים עירך רחם רחם רחמנו השם אלוקינו רחם על ישראל עמך רחם על ירושלים עירך רחם 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 Евгения Винокурова. Наш долг и обязанность помнить о погибших, уважать уцелевших и снова подтвердить стремление человечества к взаимопониманию и справедливости. Мы – это и вы,
любой и каждый из нас. Рассказывая вам о том, как гибли люди, а среди них было много детей, мы говорим: ты запомни их глаза, ты подумай, может, они могли стать большими музыкантами, художниками, физиками, просто красивыми людьми. «Я обязательно к тебе вернусь». Так называется песня, которую исполняет Анастасия Турбинская. Усталой поступью по жизни идет и кается судьба. Конец пути, обед на тризне, 2 рюмки водки и хвальба. Моя душа, презрев усталость, на день останется с тобой. И веря в искреннюю жалость, я ночь оставлю за собой. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Я за тобою вознесусь по небу босиком. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Губами прикоснусь. Вернусь замерзшим февралем. Сыграем Моцарта вдвоем, романсом грустным на гитаре и белым танцем, где мы в паре. Вернусь я ночью полутьмой, метелью снежной кутерьмой. Кружиться буду и скучать, и дом любовью охранять. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Я за тобою вознесусь по небу босиком. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Губами прикоснусь. Обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Я за тобою вознесусь по небу босиком. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Губами прикоснусь. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Я за тобою вознесусь по небу босиком. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Губами прикоснусь. Я к тебе вернусь, тебя слегка коснусь. Анастасия Турбинская, актриса Уфимского еврейского музыкально-драматического театра «Шалом алейхим». Утром 27 января 1945 года наши войска освободили Освенцим и Бжезинку, 2 крупнейших концлагеря. Немцы сбежали. В момент освобождения в лагерях было до 10 тысяч заключенных. В память о 6 миллионах евреев, жертв нацизма, воздвигнуты мемориалы и музеи во многих странах мира. Среди них музей Яд Вашем в Иерусалиме,
1953 год. Центр документации и мемориал в Париже, 1956 год. Дом-музей Анны Франк в Амстердаме, 1958 год. Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне, 1994 год. Музей памяти 1,5 миллиона еврейских детей в Хиросиме. Ерушалаим Шель Захав. Поет актриса Уфимского музыкально-драматического еврейского театра «Шалом Алейхим» Евгения Винокурова. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה, ובמרוק אשר בסלע, אלפי שמשות זורחות, ושוב נרד לים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. לשיר לך ולך לקשור כתרים, קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים, כי שמך צורף את השפתיים כנשיגת צרה, אם אשכחך ירושלים אשר כולם זהב. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל
ושל נחושת ושלו, הלא לכל שיריי אני עמו. Евгения Винокурова, актриса Уфимского музыкально-драматического театра еврейского «Шалом алейхим». Евгения Винокурова. Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями. Совершая действия, прислушайся к своему сердцу, загляни себе в душу, посмотри на мир справедливыми глазами и помни, что ты человек. Протяни руку не для удара, а для помощи. Радуйся тому, что кто-то может быть тебе за это благодарен. Дорогие друзья, спасибо всем вам за то, что в этот вечер мы были вместе. Мира всем вам, любви и тепла ваших родных. Всего вам самого-самого наилучшего. До новых встреч!